Наладить производство по переработке овощей и расширить рынок сбыта собственной консервной продукции. Такую задачу ставит руководство республики. О том, какие для этого есть возможности и какие механизмы уже запущены, говорили сегодня на Совете по предпринимательству. Заседание прошло на предприятии по переработке овощей «Просторос». Такой формат выбрали не случайно. Члены Совета на месте смогли оценить масштабы производства. На его примере глава рекомендовал создавать новые. Подробности расскажет Алана Тамаева. Год назад работа здесь только запускалась. Сейчас компания «Просторос» уже известна на рынке Северной Осетии и не только. Начинали с нескольких видов продукции, в том числе соуса нартов. Это традиционный осетинский соус из листьев перца. Сейчас в списке уже порядка 30 позиций. Предприятие недавно запустило новый продукт – натуральные снеки. Это сухарики с чесноком и фруктовые чипсы. Все ингредиенты натуральные и сделаны в Осетии. Сегодня на базе компании провели совет по предпринимательству. Глава республики Вячеслав Бетаров вместе с представителями профильных ведомств, банков и предпринимателями побывал на производстве. Познакомились с продукцией, посмотрели, как работает завод. Вячеслав Бетаров отметил, такой формат выбрали не случайно. Важно обсуждать проблемы и нужды предпринимателей прямо на производстве. Глава вспоминает, в советское и постсоветское время республика славилась овощеводством, но сейчас отрасль переживает тяжелые времена. Руководство республики намерено это изменить. Сегодня такая парадоксальная ситуация складывается. Овощеводу невыгодно производить, потому что у него боязнь продажи своей продукции. На рынке он определенное количество продаст, а остальное это быстро портящийся продукт. Куда девать? Он пропадает, он несет убытки, поэтому овощеводы отказываются от этого, переходят на кукурузу, произвел кукурузу, продал. Это тоже неплохо. Но хотелось бы, чтобы овощеводство в республике возродилось. Поэтому нужна такая комплексная программа, как я уже сказал. Когда будет интересно и овощеводу, и переработчику, и продавцу, а в итоге будет интересно и выгодно жителю нашей республики. Руководитель компании отмечает, поддержка действительно нужна. Предприятию сложно конкурировать из-за вопроса ценообразования. Часть сырья фирма закупает за пределами республики. Более того, это сырье, овощи сезонное. Оттого цены изменчивы. Представители компании надеются, что после сегодняшнего совета будет результат. В общем, у республики одна проблема, она как-то системна. То есть фермеру интересно прибыль получить. И он ее может получить только на рынке. Нам интересно прибыль получить, потому что нам нужен дешевый огурец, грунтовой. Помидор на грунте нам нужен. Его в республике нет. И мы зависимы сегодня от рынков соседей. И вот мы как друг другу, что ли, руки связали в развитии. И сегодня весь коллектив, скрестил пальцы в надежде на то, что завтра нам будет гораздо лучше, чем сегодня. Вячеслав Бетаров отметил, необходимо разработать общереспубликанскую государственную программу поддержки отрасли. Глава считает, что взаимодействовать должны не только перерабатывающие предприятия, но и поставщики сырья, то есть овощеводческие хозяйства. Это приведет к развитию всей сельскохозяйственной отрасли. Надо сперва, вот как Тимур Майрбекович сказал, надо встретиться с сельхозпроизводителями. И такую кооперацию давайте создадим все же. Не вы им советуете, вы им помогите. Если вы им советы будете давать, то мы им зачем нужны? По итогам совета разработали протокол поручений. Представители ведомств в ближайшее время приступят к разработке программы. Алана Тамаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.